Долгое время я не знал, что женщина, которую называю матерью, на самом деле таковой мне не приходится. Лишь спустя много лет рассказали, как меня усыновили. Рядом с родной моей семьей в маленьком амбаре жил старик Тихон, который много лет спустя рассказал, как меня, трехмесячного укутанного в заячье одеяльце, положили в Тымтай, посудину для рыбы. Эту импровизированную люльку отец верхом повез за 10 километров в новую семью сына Куйсутар Уйбана и моей матери Матрёны Семеновны Томской. С тех пор, как она вынула меня из корзины и развернула заячье одеяльце, мы стали самыми близкими и родными друг другу людьми. Тонсо. Так из-за носа с горбинкой меня, любя, прозвали в новой семье. Вот так начиналась жизнь нашего прадедушки Василия Давыдовича Иванова, легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны. Тогда еще никто не мог предположить, как сложится его судьба. И вот спустя много времени про него скажут: родился в рубашке. Получив первое крещение в Сталинграде, прадедушка дойдет до Берлина и победителем вернется домой, в Якутию. Как часто на фронте во время самых жарких схваток, в минуты смертельной опасности, я вспоминал дорогие сердцу черты моей матери. Ее образ был для меня спасительным маяком в этом кровавом месиве. Нет, никогда я не мог допустить даже мысли, что погибну на поле боя, и моя бедная несчастная мать будет горько рыдать, получив похоронку. «Я вернусь, мама», — говорил я дорогому образу, — «вернусь домой и обниму самого близкого и родного человека». Ол саңа елері әме сүрді бәрәдәктақ өйттәк бағайы нәхилек баратақ тіктіру бастыр түйәселер еді. Оғыны бейеға үйді, оғыны ағалың бейеге. Олақ бұғатын чүбәчі күрдік көрәні жеге жеқпіт. Олақ кеге кені шүгәе бұлуға бейеге таптық дебіттер. Кірді онлық бол бұд. Шүйдбе 5-6 оларға сақа әрігер үйерхан үйерігі бар әті. Тарқан бұта. Куарджан ол күрдік кәне үйәді бұтынығын жапасты өлір ғара шотта бұттыр. Оны бір туақ қыджаға сәмәқсін көджелігі мәқ кеге. Кәлән көрбіт оғылу. Көрбіт отағыды сақам сіті. Ол көрен баран әппіт. Миға таңа хыттан ағалың сұттығы манныр. Утуян тұрдақ мұна сасы манна хиябелдер ям. Кені қайдақ бол оқтаған деймін. Онда хасыдығар утуян тұран баран түйәчәт кәлен әппіт. Оғыт хама жоллық ұхыны еләк ке. Онда кеге уғастыр ұлған сабыдылақ ке болуы. Онын ұлың үшуәдік көрің ағатын жағайың деймін. Көрдік онтан ұлата бағалай телден кейлен бар бұд. Дедушка пошел поздно в школу, в 10 лет, и сидел за одной партой с Черяевым. А у Черяева была кличка Хабы. Это когда они ходили вдвоем, все ребята говорили: «О, Тонсо с Хабы идут». То есть они были очень близкие друзья, и дедушка очень много с ними после войны общался. Так и осталась эта кличка, по-моему, до самых последних дней их жизни. Почему-то все мои одноклассники мечтали стать либо учителями, либо врачами, либо военными. А мне с детства нравились артисты. Что-то притягивало меня к этой творческой, суетной и живой профессии. Поэтому после окончания 7-летней школы вопрос о дальнейшем образовании был для меня решен. Я решил поступить в культурно-просветительское училище в Якутске. Наступил 1941 год. На улице Орджоникидзе напротив репродуктора толпился народ. Все стояли, устремив глаза на репродуктор, откуда звучал размеренный, суровый голос Молотова. Сегодня, в 4 часа утра,
без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Весь народ разом преобразился. Не стало ни улыбок на лицах, ни сияющих глаз. Война! Началась война! 25 июня я пошел в военкомат, чтобы записаться добровольцем. Мне тогда было 17 лет. Но для того, чтобы попасть на фронт, я бессовестно соврал, что родился в 1922 году. Если мне и удалось обмануть комиссию о своем возрасте, провести врачей не получилось. Никогда в жизни я не испытывал такой душевной боли, как в миг, когда мне вручили белый билет вместо призыва. Менен бастан 1905 жыллаqa сайын колхоз төрәбит нәһлек бер куйбы шабатына колхозга каникул баттаксам камалаһа хидибетим отулетигер. Ол бу нехрттак мына да күнү себет сагана кебет агатар битен калбите. Оттон да сагата гател багата ядбахангалах ке күдө йөрәһе эдер багай олчан он сеттеләвор. Ол وستله كلام به قد هريته هناك فسادا قلتي بالترن تقو كوي به هريدر بته أستوبايدا بالترن يجد وانا قاعدة دولار بو شريكة كنت بالترن سغلاتشلرنا كنا تا Германияны, وانا إيطالياны империалистической Японияны. Онно ол да бейсите де шуйдуйда биппит бахалай көмөтүнен. Бахалай сидойдулар кайда курду күшкө терметтерин онна атындойдулар күштерин комуянылан бихи утара баракпыттарын. Онон лохан сери сагаланна диен кени кепсәбите. В мае 42-го в Сельпо вывесили общую повестку на 40 призывников. Лихорадочно раскинув мозгами, я заметил, что на листе еще оставалось пустое место для пары-тройки фамилий. Тогда я решился на отчаянный шаг. Надоумил другого белобилетника Макара, который хорошо рисовал, вписать наши имена таким же почерком. Таким образом, мы отправились в Вилюйск, где нам предстояло пройти военную комиссию. Физически я был крепок, потому задание выполнил без особого труда. Подвести меня могло только слабое зрение. «А сосчитай-ка мне, дорогой мой призывник, сколько роликов на проводе над зданием почты?» – спросил доктор. Количество этих роликов я знал с самого детства, с тех пор, как впервые приехал в Вилюйск. 12, товарищ председатель комиссии!» – гаркнул я, как заправский военный. «Зрение так и запишем, отличное», – улыбнулся доктор Шеметов. «А скажи мне, пожалуйста, ты действительно настолько сильно хочешь воевать?» «Так точно», — ответил я и тихо добавил. «Очень хочу». «Призывник Иванов, вы молодец. Такие солдаты нужны нашей родине», — сказал доктор и пожал мне руку. Я ушел на фронт в июне 1942 года. Нас повезли на 2 баржах по Вилюю. Забрали призывников из Верхневилюйска, Нюрбы, Сунтар. Кормили в пути хорошо, варили в бочках суп, кашу. Хлеба было вдоволь, приплыли в Якутск. Арина, а ты не знаешь, почему именно здесь поставили Площадь Победы? Вот смотри, Таня, именно от этой пристани раньше отходили наши прадедушки и дедушки воевать за нашу страну. Отплывали мы на 3-этажном теплоходе «Надежда Крупская» от причала напротив нынешней Площади Победы. Провожали нас торжественно, с музыкой и цветами. Теплоход был битком набит призывниками. Счастье, если удавалось прилечь во время сна. Спали сидя.
Кроме нас, пилючан, на теплоход посадили десяток человек из Якутска. Более вместить не удалось. Защитники Сталинграда давали клятву Родине, партии. Клянемся до последней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград. Клянемся! Клянемся! Первое боевое крещение, ну, тоже в книге есть глава «Жажда». Он очень хотел пить, и подступ к реке Волге был закрыт. Там был обстрел с мукомольного завода. То есть враг занял такую хорошую позицию, что обстреливал всех, кто пытался дойти, доползти до Волги. А он говорит, я был молодой, горячий, и характер дедушки реально был такой напористый, активный. Он всегда высказывал свое мнение. И когда командир крикнул: «Иванов, вернись, обратно живым не вернешься», Иванов взял фляги, гранаты и пополз до реки. Его обстреливали, конечно, пуля не попала, он же был счастливчик. И когда он уже напился воды, думает, все, сейчас обратно точно я не вернусь. Но вдруг услышал, что прекратился, пулемет перестал стрелять. Перед нами стояла задача – отбить у немцев мукомольный завод. Кирпичное здание краснело на пригорке в каких-нибудь 300 метрах от Волги. Недалеко от заводских мельниц были вырыты окопы, где засели наши. Немцы сидели крепко. Стреляли беспрерывно из 2 пулеметов, расчищая все пространство вокруг завода. Оттуда и река, как на ладони. Не подступиться к ним, чертякам. Вечером наш командир, молодой лейтенант, приказал мне и здоровому сибиряку снять пулеметчиков. Затем ворваться в здание и забросать немцев гранатами. Придумал он, конечно, хорошо, а вот выполнить задание было практически немыслимо. Взяв с собой автомат, я пополз за здоровяком. Ползли хорошо, без звука. Прятались то в воронках, то за телами. Мы залегли в сотни метров от завода, и Петр, который находился впереди меня, начал стрелять. Из здания почти тут же ответили перекрестным огнем. Вдруг слышу, умолк ручной пулемет. Понял, что-то неладно. Стал потихоньку ползти к месту, где лежал Петр. До самого конца надеялся, что тот еще жив, что у него просто кончились патроны. Дело оказалось худо. Я еле высвободил пулемет из закоченевших могучих рук Петра. Раздумывать времени не было, рассвет был недалек, поэтому я, вернув запал и выдернув чеку, забросил в окна сначала одну, потом вторую гранату. Вдруг все разом стихло. «Вася, это ты?» – послышался из темноты голос однополчанина. Оказалось, что несколько человек добрались-таки до завода, залегли, ожидая наступления или благоприятного случая. Распределив остатки моих боеприпасов, мы небольшой, но яростной группой ворвались в здание завода. Мы сражались за самое главное – за Родину. И она отмечала лучших. От ее имени командующий фронтом генерал Еременко вручал ордена и медали. Боевые награды получали закаленные ветераны войны и те, кто в Сталинграде принял первый бой. В 1943 году, в январе, он попал на Донской фронт и служил в 38-й краснознаменной гвардейской дивизии 113-го знаменитого гвардейского полка, попал в разведку СМЕРШ.
Радость победы на войне длится недолго. Сегодня враг повержен, а завтра могут побить и тебя. Раздобыли коней, и ехали мы, как всегда, впереди полка, бредущего пешком сзади. Шли ночью, чтобы немецкие самолеты, полк на марше, не разбомбили нас. Вдруг тишину прорезала автоматная очередь. «Засада!» Бились мы отчаянно, но немцев было намного больше, и вооружены были они получше. Один за одним смолкали наши автоматы. Немцы уже на гранатный бросок подошли. Вскоре отстреливался только я один. Все, подумал, конец твоей войне, Василий. Лежу так и стреляю отчаянно, и тут, как затрещит сзади Максим. Тра-та-та-та-та! Ура! Слышу. Полк подошел, и топот такой слитный, сотни ног бегут. Не видать фашистам моей смертушки, повоюю еще. Дедушка говорит, что он ни в Бога, ни в черта не верил, когда ушел на войну. Но он ушел же совершенно в юном, практически он был ребенок. И тогда он не осознавал, что есть, что это другое, выше нас, да, есть высшие силы. И очень часто у него была развита очень хорошо, видимо, интуиция. Он говорит, сижу в окопе, и вдруг у меня, говорит, мурашки идут по телу. Или, говорит, мне становится вдруг холодно. Или прошибает пот. Он выходит, и, правда, там что-то, либо бомбу там кидают, либо что-то происходит. И однажды после выполненного задания, он ходил в разведку, они затопили баньку в деревне возле Миллерова. И уснули крепко. Он вспоминает, было очень жарко, душно, и вдруг где-то под утро его будет голос. По-якутски «Багалай, тур, тагыс». Он спросонья не понял и слышит голос. И вроде как стоит силуэт женщины и зовет, говорит, «Кали». И он спросонья говорит, я выхожу, иду, и иду на голос. Голос его вывел буквально далеко от баньки. Он говорит, я справил свою нужду. И вдруг слышу, летят не миссеры, стреляющие, а летит огромный большой бомбардировщик и кидает бомбу прямо на эту баньку. И спустя время командир сказал, Вась, ты точно в рубашке родился, счастливчик. Потому что все, кто был там, все однополчане погибли. Он сражался под городом Калач, Миллерово, форсирование Днепра, но, к сожалению, он там заболел, потому что вода была очень холодная, и он сразу попал в госпиталь с бронхитом. Поэтому на форсирование Днепра он был только в самом начале. В начале августа Гитлер издал приказ о создании линии обороны «Восточный вал». Так вот, западный берег как раз был очень удобным для обороны, потому что там был высокий крутой берег, отсюда просматривался восточный берег, который оказался более низким и пологим. И чтобы враг не успел закрепиться, наши войска на широком 750 километров фронте форсировали, атаковали участки противника, которые еще были недостроены. А если бы подождали подхода войск, сооружений каких-то укреплений своих, чтобы поддержать наши войска, а немцы бы успели уже туда сооружить уже непреодолимую уже линию обороны. И тогда наши потери, наверное, были бы гораздо выше. И как раз здесь тоже мы видим, когда не просто форсирование происходит, а как раз противник все время пытался контратаковать, собирать свои резервы и направлять в наиболее опасные места. Поэтому многие наши герои погибли именно не только при форсировании, а именно в ходе отражения атак противника. Много таких мини-сюжетов, работа расчета артиллерии, например, подход резервов, преодоление реки, борьба в окопах. Но если присмотреться отдельно, это тоже отдельные маленькие бои. А наши войска, наши в основном танковые войска, они долго простояли, потому что не было возможности туда переправлять танки. Это тоже здесь просматривается, когда наши танки ожидают, а в основном первое время именно пехота с легкими орудиями переправлялись на тот берег. İşte bunu programga bir bitter
Олар келлери неместерин тавашы лаппа Украина атия үйрбіттер. Көян қотан неместері граница декі баран істақтарында. Украинистер де бейжері бітін ұтарытын сәрелес біттер. Тоқты күштәк бағайтық сәреле біттер. Веренелек бағайтық тоқтылдыр. Неместерден итеға оқ қорсулық сәреле әлдер. Украинскай националистер, бандеревістер. Bağlay sulu balı hızla çaha bu üşüyedek seriler. Olan bu günleri günü cahaydın diyenler. Bu çahı töttürü alan Ukrayna'nın bir kasfitler. Bu bandiyerimizlere toratın diye. Onu kıtta seriler. Kadar altta ıyı bu yanına günleri kıtta seriler taksim ettiler. Ondan ya tuğaka varar. Polşa'nın baskılı sıfıta. Польшаттан туаққа дальше берелин декі бар бұтатын қораттарыне басқылас бұта. Ол айы бары тұяр кені нағырады ұлан еспеде. Қорсын бұғытын көрдірен. 26 апреля мы были уже в центре Берлина. Наш патруль из 30 человек вошел во внутренний Берлин через Бранденбургские ворота. Перед нами был Рейхстаг, где находилось Министерство иностранных дел, и когда-то собирался немецкий парламент. Дедушка однополчанами обнаружили двери. Оказалось, это двери в бункер Гитлера, где Гитлер укрывался до последних своих дней. Они туда зашли, там была разбросана мебель, документы, даже, говорит, остатки еды, посуда была. То есть там был полнейший разгром. Их назначили на охрану 3 дня, никого не впускать в бункер, потому что очень было много мародеров, кто просто вот заходил. Государственное задание — охранять документы вермахта, штандарт фюрера, это флаг, и документы СС. 3 дня они там даже не спали, говорит, то есть было запрещено даже спать. Также на площади очень было много трупов, и там нашли труп Гитлера. Оказывается, его сожгли и пригласили немецкого стоматолога, который опознал, что да, это труп, действительно труп Гитлера. Также 2 дня он охранял квартиру Геббельса, где Геббельс тоже покончил с собой также. Он отравил ядом свою семью и себя. Тело, говорит, было раздуто, почернело, с пеной у рта, и тоже под грифом «секретно» увезли в судмедэкспертизу. Вот на таких стратегически важных событиях был простой чучуйский паренек. То есть из Чучу он попал в бункер Гитлера. Конечно, это захватывающая история, и мы сами были очень даже сильно удивлены. А дедушка стал рассказывать, потому что многие документы, оказывается, уже были рассекречены. Мне было искренне жаль бойцов, дошедших до самого Берлина и сложивших головы от последних вражеских пуль. Они погибали один за одним, подбегая к Рейхстагу с красным флагом в одной руке и автоматом в другой. Но штурмовавшие Рейхстаг верили, что именно им выпала судьба поставить точку в этой страшной и великой войне. Вот он, прекрасный, желанный, счастливый миг. «30 апреля 45-го года. Над Рейхстагом красное знамя. Знамя победы». Знамя победы это вообще, конечно, само по себе это символ, да, окончания Великой Отечественной войны. Вот, он начал свою историю с выступления Сталина накануне 7 ноября 1944 года. Это знаменитое его выступление, где он объявил об полном освобождении территории Советского Союза от захватчиков немецко-фашистских.
И там же в конце он выразил надежду, что скоро наступит момент, когда мы водрузим знамя над поверженным Берлином. Эта фраза, конечно, разлетелась на цитаты, ее стали использовать в средствах массовой информации, да, в полковых изданиях, и дивизионных там, и каких-то иных. Вот. И эту идею взяли на вооружение политруки как раз во время Берлинской операции. Была выбрана единственная группа, которая уже официально считалась водрузившей знамя победы над поверженным Рейхстагом. Это знаменитые знаменосцы, это Кантария и Егоров. Вот, они вот в советской историографии всегда подавались как люди, установившие знамя победы над Рейхстагом. В эти дни в Берлин прибывали делегации для участия в конференции руководителей 3 союзных держав. Он вспоминает, что им искусные портные сняли мерки, шили мундиры двубортные, шили только первой линии охраны, которая стояла у самого замка, где проходили журналисты, СМИ, военные корреспонденты, шла вся элита, то есть где была встреча 3 глав СССР, США и Великобритании. И дедушке была удостоена честь охранять товарища Сталина на этой Потсдамской конференции. И товарищ Сталин, проходя мимо, он обратил внимание именно на дедушку. А дедушка был очень подтянутый, симпатичный. И он говорит, у меня перехватило дыхание, когда зачем нас учили этой муштре, нас, фронтовиков, прошедших войну. А оказалось не просто так. Это тоже было засекречено. Вот. И вот такая миссия была. В Берлин для участия в конференции прибыла советская военная делегация. Конференция приступила к обсуждению ряда важнейших вопросов, связанных с судьбами человечества в послевоенный период. Перед отъездом с конференции господина Черчилля руководители 3 держав предоставили возможность кинооператорам и фотокорреспондентам снять их на веранде дворца. Подобные мундиры, как у Василия Давыдовича, они подчеркивают важность выполнения миссии тем или иным военнослужащим. Да? Василий Давыдович в конце войны служил уже в специальных войсках. Вот, выполняли они очень важные операции по международным мероприятиям, таким как Потсдамская конференция, Нюрнбергский процесс. Да? И редкость подобных мундиров можно даже понять по знаменитому параду Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. Естественно, командование хотело именно все участвующие подразделения на Красной площади одеть в парадные мундиры. Но, к сожалению, страна еще была в довольно тяжелом экономическом положении. И даже на такое важное мероприятие, как Парад Победы, на всех мундиров шить, к сожалению, не смогли. Под тревожную дробь 80 барабанов к мавзолею приближается колонна советских воинов. В 1946 году он написал заявление на вступление в партию. И это было очень торжественное мероприятие. Дедушка вспоминает, это был очень теплый весенний день. Все были в приподнятом настроении, потому что присягу они давали на настоящем боевом красном знамени. Они
садились и целовали это знамя и давали присягу. А присягу принимал сам маршал Жуков. И маршал Жуков пожимал дедушке руку. Он закончил потом школу НКВД и служил до 1948 года в Германии. Выучил немецкий язык, выучил русский язык и приехал с войны уже грамотный, то есть совсем другой приехал. Onun bağlay de olğan toq səriyetke etinlik eriyet götürür. Keni kurduk karakterdaq, keni kurduk boy duqtaq, keni kurduk kırar dağıttan patriot sanala. Kassa oğanan, orsunundan, oğanı sütütünden, oğanan kıratık, kıra oğalan, sımsa oğalan, katılır oğalan, bu ya keni horgor tağına dağıt. Kaçtak tağını keni bihub okutan tabıllı bat. В апреле 1948 года меня поджидало несчастье. Я привлек внимание врачебной комиссии. Начав копаться в моем здоровье, эскулапы обратили внимание на следующие факты. Что один глаз у меня практически не видит, одно ухо плохо слышит, был дважды контужен, плохо функционирует рука, в которой застряли осколки немецкой гранаты. Вышел я инвалидом второй группы, негодный к службе. И консилиум врачей сказал, что надо его отправить домой. Пусть там похоронят его. Потому что он уже совсем был. И в голове у него сидела пуля. А пули были у него не только в голове. Тогда же еще не оперировали всех. У него вот на этих руках везде, да, мелкие осколки. Там же, как вот эти, вот утку же чистят же, вот, находится, и вот так же у него полно было всяких. И вот он приехал в Вилюйск, а мама говорит, у меня сразу сердце ёкнуло. Худой, бледный. Вдруг, его мама встречает, мне его жалко стало. Сразу же в Чечу поехали, потому что бабушка в Чечу же жила. Сейчас Сыдыбыл называется, и она стала его выхаживать. Быстро поправился. Он очень любил конское мясо, свежее молоко, вот кёрчах постоянно кушал. И, конечно, от ухода. И главное, вот там был в свое время целитель Никон. И вот от Никона ему привозили вот травы всякие. Он пил эти травы, отвары. Слава старика Никона такова, что специалисты-медики не считают зазорным направлять к нему своих пациентов. Владеет он и другими приемами народной медицины. Коровьим рогом для кровопускания, массажем. Каждый год в период травостоя уходит он глубоко в тайгу, в места, известные ему одному. Собирать лекарственные травы и набираться силы. Все, оправился он. И в Вилюйск приехал искать эту девушку. И как раз ему надо было, он же уже партийный был, в райком партии. И вдруг заходит, и там она сидит, печатает. Розовощекая такая, вся большими такими глазами на него посмотрела. Он зашел, сразу там, ему на учет все же встать надо, партийный. И сразу же у него тяга к жизни, деятельности появилась. Подошел к ней в райкоме и договорились о встрече. Повстречались, поговорили, и он уже сразу же решил жениться на ней, не откладывая. Он всегда все быстро делал. Родилась первая дочь, Валентина Васильевна. Он всегда ждал, конечно, мальчика. Он был рад и дочери. Потом я родилась в 1951 году. Он тогда в милиции работал в Вилюйске. 20 июля 1959 года я написал заявление министерству, в котором просил отправить меня работать в Мирный. Мирный тогда еще не был городом, он только строился. Люди жили там в палатках, потому мне посоветовали оставить семью в Вилюйске, пока все не устроится. Но я знал, что не смогу оставить жену и детей.
Мама с ним во всем соглашалась. Ну, бесконечно, бесповоротно она любила. Она Петю вот родила тоже, ну, уже 6-м, потом Пашу уже, вот самую младшую Мирном она родила. В 1959 году, 19 мая, было принято постановление о создании ведомственной милиции за счет требствия «Алмаз». Вот это постановление должны выполнить, получили приказ с Москвы, поэтому вот посылают меня туда, исполняющим обязанности командира этого дивизиона. Охранять объекты алмазодобывающей промышленности, фабрики, всевозможные объекты. Звонят с зала. Приехали к вам работников, просят автомашину. Отправляем, ждем. Выходят, соскакивают с автомашины и по-военному докладывают. Товарищ старший лейтенант, старшина Иванов для прохождения дальнейшей службы прибыл. Мы познакомились. Ну хорошо. А это кто такие? Я спрашиваю. Это мои дети. И я подумал, но если каждый сотрудник или милиционер будет приезжать с такими детьми, семьями сразу, куда мы будем, как будем работать и где будем размещаться? Куда? Поэтому у меня возник вопрос, почему детей взял? Он говорит, куда я деду? Он работал, конечно, очень трудоспособным человеком, конечно, воспитанным военному делу, поэтому он знал общую школу пришедший. Поэтому он был очень добросовестным, дисциплинированным, порядочным человеком. И он работал помощником дежурного инспектора, помощником командира взвода. Его секретарем партийной организации сделали сразу. И он все время собирал эти алмазы с 3 фабрик и в Москву отправлял. В конце своей книги прадед пишет: «Любому, прошедшему войну, слово «мир» бесконечно дорого. Можно сказать, даже свято. Я люблю свой город Мирный, горячо люблю жизнь, свою семью. Я счастлив, что мне довелось пройти славный боевой путь и прожить счастливую, долгую, мирную жизнь после войны. Миллионы солдат в Великой Отечественной войне сложили головы за мирную жизнь. Как любой ветеран, я всем сердцем хочу, чтобы вы, наши дети, внуки и правнуки, берегли завоеванный нами мир». У этой книги есть история. Она началась с того, что Роман Дмитриев, он рассказал эту историю, тогда возглавлял Илтумен, Жирков Александр. А в то время в Илтумене работала моя сестра Маргарита Попова, и он пригласил ее в кабинет и сказал: вот, оказывается, у вас такой легендарный дедушка, даже мы не знали, почему вы молчите, не рассказываете никому. То есть об этом должна знать не только республика, да, но вообще все должны об этом знать, о такой уникальной истории. Он предложил свою помощь, и первое издательство «Тираж» вышло с помощью госсобрания Илтумен. Маргарита познакомилась с Марией Павловой, сейчас она Сергеева. Она журналист, она работала в парламентской газете, и Мария предложила записать это на диктофон. Книга так и начинается: «Шуршал диктофон», и я записываю невероятную историю Василия Иванова. То есть повествование идет от первого лица, и поэтому Мария просто художественно оформила литературно. Василий Решетников, ее муж, сидел в архиве, то есть он был историк, и он проверял все исторические данные, то есть чтобы это не было вымыслом. Вот так создавалось рождение этой книги легендарной. Я 13 лет хожу по школам. Это моя собственная инициатива.
мой энтузиазм. Я прихожу перед Великим днем, в конце апреля-мая договариваюсь со школами, прихожу с баннером, с книжками и рассказываю ребятам, школьникам, что такое Великая Отечественная война, рассказываю боевой путь Василия Давыдовича. И прошу обратную связь детей, чтобы они, правнуки, спросили внуков ветеранов Великой Отечественной войны, которые застали их живых, рассказать им о своих прадедушках. Потому что в каждой семье есть свой герой, герой Великой Отечественной войны. И сейчас я очень рада, что появилось детское движение первых. Это, да, как аналог нашей пионерской организации. Дети приходят сами, проявляют свою активность. В ходе этой активности мы храним истории, храним памятники, мемориалы. Есть волонтерское движение, волонтеры, да, Победы. Дети сами приходят, дети сами интересуются этой темой. И это очень приятно. И я сейчас работаю тоже с активистами первичного отделения со школ. И мы с ними снимаем видеоролики по книге. Им это интересно. Прожить вот тот, особенно когда мы снимали видеоролик, мы одевались в ту военную одежду, да, нашли помещение тех времен, погрузились полностью, то есть перенеслись в тот 42-й год. Да, у детей, детям это интересно, то есть что чувствовали их прадедушки в те времена. Поэтому, хотя говорят, что нынешние дети другие, но мне кажется, дети такие же, дети, они дети. И у них тоже есть любопытство, интерес и любознательность. Я вернусь. Дождись меня. Время быстро пролетает. Я вернусь. Придет весна. На земле снега растают. К сожалению, я не застал своего дедушку в осознанном возрасте, хотя я бы очень хотел сейчас задать ему очень много вопросов и просто пообщаться с ним. Но, прочитав книгу, я понял то, что это очень храбрый человек. То время было очень сложным, и те события, которые описываются в книге, тот героизм, который мой прадед проявлял, это действительно достойно большого уважения. Так что при прочтении у меня было всего одно основное чувство. Это чувство огромной гордости. Нужно сейчас ценить наше мирное небо над головой. И я считаю то, что мое поколение, прошлое поколение, мы все должны помнить и чтить память наших прадедов. Все те поступки, которые они сделали, это было сделано для счастливого будущего.